Институт общественного анализа официально был создан в 2011 году. Мы зарегистрировались как неправительственная организация и решили, что будем способствовать становлению гражданского общества, чтобы во всех общественно значимых государственных решениях все-таки учитывался бы голос общественности. Но как раз в 2011 году началась судебная реформа. Был дан призыв, что гражданское общество не должно оставаться в стороне. И одним из первых сетей, куда мы сами вошли как часть этой сети, это был Гражданский совет по контролю судебной системы. Мы увидели, что сам совет по отбору судей тоже поставлен в очень тяжелые условия, потому что им дали всего лишь месяц, за месяц сформировать Верховный суд и Конституционную палату. При этом им не дали ни финансирования, не определили процедуры, не дали никаких критериев. То есть им пришлось это все делать самим. И поэтому так сроки затянулись. Да? И когда мы увидели, что там есть люди, которые мы видели раньше, когда мы в правозащитной деятельности, и мы видели этих людей, которые принимали очень несправедливые решения, да, или участвовали в каких-то коррупционных сделках, мы начали говорить о том, что эти люди в Совете по отбору судей не могут сидеть и не могут отбирать судей. Ну вот первый проект, который мы реализовали с ОТА и ЮСАИД, это была вот информационная поддержка, когда мы открыли колл-центры, когда люди со всех регионов просто звонили, узнавали, где мы находимся, куда нужно документы нести, какие документы нужно приносить. И это вот была первая волна информационная, которую мы должны были бы взять и поднять этот вопрос на такой вот общегосударственный масштаб. Уже в силу того, что вот эта работа пошла, люди начали просто приходить и не просто приносить жалобы, они начали говорить: зайдите сейчас на наше судебное заседание. Многие судьи находятся в подвешенном положении, они уже сегодня-завтра уйдут с работы, и в судебной системе творится правовой беспредел. И появилась потребность в мониторинге уже не просто процесса отбора, а самих судебных процессов. В январе 2012 года был создан сайт, адрес которого www.com.kg. Ну, это был специфический сайт специально для опубликования материалов по мониторингу судебных заседаний, по фабулам дела, которые поступают нам в общественную приемную. И когда мы начали мониторить все суды Бишкека, и в силу того, что у нас было финансирование, мы наняли ребят, они писали, они ежедневно реагировали. Вот пошли на процесс, тут же написали, как он прошел, и тут же вывешивали. Мы начали персонально каждому судье, например, судья такой-то, по такому-то делу, при таких-то фактах, вынес такое-то решение. Мы часто пользовались именно такими зрительными сообщениями. Это в виде карикатур, каких-то, сейчас называются демотиваторы разные, какие-то шаржи, где мы именно вот таким, как скажем, юмористическим, сатирическим образом именно передавали ту ситуацию, которая находится в данной стране или по определенному делу, судебному делу. Ну, как бы сами создавали, рисовали или через компьютерную графику делали карикатуры, которые прикреплялись к тем или иным статьям. Это тоже было одно из таких механизмов именно популяризации данного сайта. Так скажем, через какой-то юмор, через сатиризм доводить какие-то очень серьезные вещи, очень плачевные какие-то ситуации. Если в самом начале мы не могли зайти в зал, где проводили отбор, потом мы не только заходили, мы уже стали официально аккредитованы, мы могли точно так же садиться и наравне с Советом по отбору судей ставить свои независимые оценки. Сфотографировали огромное количество моментов, когда члены Советов по отбору судей сидели, читали газеты, кто-то там засыпал на заседании, вместо того, чтобы слушать, как претендент на должность судьи там отвечает на вопросы. И мы сказали, вот как можно отбирать, если вот такая вот дисциплина. Вот энных кандидатов тянут там слабыми вопросами. Следующих кандидатов
поддерживает такая-то власть. И мы прям буквально называли фамилии этих высокопоставленных чиновников, за которыми стоят эти кандидаты. И после каждой нашей вот такой публикации, пресс-конференции, деятельность членов Совета по отбору судей, она на самом деле улучшалась. У нас план такой, то есть, чтобы этот гражданский совет продолжал свою работу. Он должен продолжать свою работу, потому что, я же сказала, реформа судебной системы не закончилась. И пока не закончилась судебная система, и пока не решены все проблемы судебной системы, этот гражданский совет будет работать. Но наши планы такие, что мы должны будем снова искать финансирование, делать какой-то стратегический план, потому что без стратегического плана эта работа будет такая хаотичная. Сегодня мы создаем сеть, которую назвали «Союз налогоплательщиков за парламентаризм», и помогаем осуществить мониторинг Джогорку Кенеша, потому что за законодательной ветвью власти тоже нужен некий глаз гражданского общества. И в дальнейшем, наверное, мы будем постоянно, уже с учетом того опыта, который у нас был в гражданском совете, будем постоянно работать над тем, чтобы вот такие мобилизованные в одно единое целое представители разных гражданских обществ все-таки поднимали, чем они занимаются, на более высокий уровень, на более качественный уровень, и тем самым влияли бы на процесс принятия государственных решений.